Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это мина в основу конструкции европейской безопасности. Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте. А президент России Путин недавно сообщил, что требует от Североатлантического альянса гарантий того, что он откажется от дальнейшего расширения на восток и не примет в свои ряды Украины. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Любые российские предложения обговорить с Североатлантическим альянсом США и с другими странами какие-либо гарантии, что Украина не вступит в альянс, являются неправомерными. Об этом сказал министр иностранных дел України Дмитрий Кулеба. Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватись у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США, чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні. Україна сповнена рішучості продовжувати широкомасштабні реформи, щоб трансформувати наш сектор безпеки та оборони за принципами НАТО. Ми вдячні за те, що члени альянсу залишаються відданими підтримці наших реформ і високо цінуємо прогрес, досягнутий дотепер. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что удивлен заявлением президента России Путина про то, что Украина и ее возможное членство в НАТО могут являться некой угрозой для России. Я бачив заяву і, відверто кажучи, вона викликає здивування, тому що ідея, що Україна представляє загрозу Росії, стала би поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом, ми не загроза для Росії, ми не маємо агресивних намірів щодо Росії. Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів альянсу та партнерів. Российская Федерация не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг на брифинге после встречи Североатлантического альянса, отвечая на вопросы журналистов. Вот что он сказал. Ми підтримуємо Україну на шляху до членства, підтримуючи реформи, боротьбу з корупцією і модернізацію інституцій у сфері безпеки і оборони. Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів. Нам необхідний консенсус, щоб прийняти нову країну-члена, але політичний меседж, що Росія не має права втручатися у цей процес. Публицист, правозащитник Марк Фейгин с нами сейчас на прямой связи. Марк, здравствуйте. Рад приветствовать. Взаимно. Марк, наверняка вы очень активно следите за алармистской риторикой западного истеблишмента и не только о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Вот как вам видится вся эта ситуация? Ну, вообще говоря, я предполагаю, что с Москвой идут какие-то конфиденциальные переговоры, прежде всего Вашингтона, и, видимо, ни о чем не могут договориться. Я так это трактую, как раз этот алармистский смысл заявлений, которые звучат и из Брюсселя, звучат и из Вашингтона, потому что, ну, разумеется, раз публично обсуждается опасность угрозы вторжения в Украину, то точно, абсолютно на дипломатическом уровне предпринимаются все усилия западными странами для того, чтобы, ну, прежде всего США, конечно, для того, чтобы предотвратить такой ход событий. И, по-видимому, они не могут договориться. Вот так бы я это трактовал. Поскольку Москва со своей стороны заявляет о том, что неприемлемым в принципе является любая евроатлантическая
повестка для Украины, любая интеграция с Евросоюзом и так далее, что это красные линии, о которых Москва, не собирается даже договариваться путем компромисса. То есть она не ищет компромисса, разговор в ультимативной форме идет, и это публично выливается. Плюс, видите как, звучит вопрос о встрече Байдена и Путина, понятно, с какой повесткой, а договоренность пока не достигнута. То есть она только предположительная, эта встреча. А если не будет этой встречи, что тогда? Ну, что, вот, значит, кстати, война? интересно, что о такой встрече пока что говорят только в России, в Москве, потому что со стороны Соединенных Штатов Америки пока что об этом никто ничего не заявлял. И сегодня, в том числе, министр иностранных дел России Лавров сказал о готовности России к открытому диалогу с Соединенными Штатами по Украине. То есть складывается такое впечатление, что это больше нужно для России, для Москвы. Но Москва, почему это нужно и так это звучит? Потому что если Москве откажут в такой встрече, то получается их ставят перед выбором начинать войну, как они и грозятся, по существу передислоцируя войска и этой милитаристской риторикой пугая, либо отступить, понимаете? А какой там у Москвы остается вариант? И им, конечно, не хотелось бы перед этим выбором находиться. Возможно, это тактика Запада — подвести к этой черте и объяснить, что не будет так, как хочет Москва, что последствия будут чудовищными для Москвы. Это не только санкции, эмбарго и так далее, о которых во всяком случае заявляют в Вашингтоне, но и какой-то военный ответ. Потому что даже если в Украине будут поставлены некоторые виды вооружений, ПВО, например, то, мягко говоря, не факт, что эта операция для Москвы может закончиться успешно. Там может быть достаточно серьезный урон быть нанесен. Не знаю, будет ли расценено как поражение, но урон, который повлечет политические последствия. А ради чего тогда они, если не будет достигнут военный результат, а политический результат будет чудовищный даже с точки зрения санкционной политики Запада и всего, что связано с реакцией в виде санкций и всего остального. Ради чего тогда? Поэтому Москве не хочется этот выбор делать, она хочет, чтобы Запад делал этот выбор. Ну, тут тоже интересно, как будет действовать Запад. Они будут принимать какие-то превентивные меры для сдерживания России, не только в декларативном аспекте, как мы сейчас видим, очень много заявлений относительно высказывания недовольства и так далее. Вот они будут принимать конкретные превентивные меры или уже реагировать постфактум на агрессивные действия России. Тогда ситуация совершенно по-другому изменится. Ну, во-первых, возможно, какие-то действия уже предпринимаются. Мы с вами можем не знать, Гульсум, потому что если Киев получает какие-то военные поставки, если идут какие-то секретные военные обмены, технологические, всякие другие, то это уже какое-то важное действие, которого прежде, в общем, в таком виде не было. Это первое. Так что тут мы не можем с вами судить, имеет ли это место. А Москва, возможно, об этом знает. Но у нее свои источники, в том числе и внутри Украины, конечно, несомненно. И они, возможно, знают, что какие-то виды вооружений уже поставляются. Далее. Возможно, Москве-то как раз визит главы ЦРУ с этим, возможно, был связан. Перечень мер, которые будут в качестве реакции предприняты Вашингтоном, уже озвучен. И, возможно, они уже слышали о том, что в случае начала военной операции сразу будет введено нефтегазовое эмбарго. Возможно, будут арестованы какие-то очень мощные счета, которые находятся под контролем окружения Путина и его самого, ну и так далее. Не говоря уже о санкциях в отношении физических лиц, секторальные санкции и тому подобное. Вот что касается военного ответа, собственно, он-то самый действенный, потому что Москва, если еще как-то может стерпеть санкции, то есть стерпеть военное поражение, политические системы такого типа, которые есть в России, она их не выдержит, потому что, точно кем-то придется пожертвовать, возможно, самим Путиным. Кто-то же должен нести ответственность. Плюс, вы понимаете, там не все так однородно, я бы сказал, в Москве относительно военной операции. Генштаб, по разным слухам, по разным сведениям, противником является, потому что воевать-то им, понимаете, нести ответственность им. Те, кто принимает решения, Путин, Патрушев, даже Шойгу, который гражданский, он, собственно, не военный, они-то, собственно, занимаются политической стороной вопроса, принимают решения, отдают приказы, а воевать-то генералам и нести ответственность за военные поражения именно генералам. Они здесь не очень сильно хотят в это ввязываться. И, возможно, есть внутренняя дискуссия внутри России, в том числе и по роли Америки, ее вовлечению в этот конфликт. А кстати, по поводу внутренних дискуссий, есть такая версия, что там тоже
тоже мнения очень сильно разделяются. Вот крыло Шойгу, оно говорят, что якобы как раз за силовой вариант действия, а вот крыло Путина это больше такие спецоперации, дестабилизация и так далее. Это так? Не, я не думаю. Я думаю, что скорее более умеренной, так сказать, частью выступают козыки всякие. Вот козык, наверное, является сторонником разного рода действий, ну, все что угодно, кроме военных. Потому что, а в чем тогда его смысл, в чем тогда его назначение как переговорщика и уполномоченного по делам Украины? Вообще не понятно. Ну, он советник по украинскому вопросу. Тогда вообще зачем он нужен, если вопрос решается на уровне танков, артиллерии и мотострелковых частей? Тогда не очень понятно, зачем. Вот эта часть может выступать за то, что давайте не будем, это может иметь какие-то негативные последствия, непредсказуемые последствия. Ну а силовая часть, они же озвучивают через своих прокси, своих пропагандистов и так далее этот план. Он же достаточно ясно артикулирован. Ну и мобилизационная группа, безусловно, Патрушевым, представленная секретарем Совета Безопасности, и внутри Совета Безопасности силовой блок точно выступает за войну. Я думаю, что и Бортников, все остальные, ну, в принципе, они как бы являются выразителем воли этой части. Что касается Путина, он, безусловно, выступает арбитром, когда его принижают незаслуженно или, наоборот, повышают. Это не совсем правильно. Он находится на некой горизонтальной линии. Он, безусловно, оценивает риски, потому что риски для него эти, прежде всего, риски. Вот. И, возможно, я допускаю, что он колеблется. Сам Путин колеблется, начинать операцию или нет. Одни его убеждают, что она точно будет успешной. Другие говорят, что а зачем это нам? Мы и так, в общем, имеем все, что хотим. Вот. И, возможно, так сказать, есть некое колебание действительно решиться на этот риск или нет. Вот это есть. А как вы думаете, если вот все же Путин решится на это будет захват каких-то определенных регионов, или они попытаются осуществить такой блицкриг и полностью захватить Украину? Ну, смотрите, для того, чтобы войти в Киев и так далее, это мало войти. Нужно как-то завоеванный удержать. Ты воткнул флаг, а дальше-то что? Я не думаю, что сейчас такие планы по захвату всей Украины имеют перспективу для реализации. Я не думаю. Они понимают, что все-таки 250-тысячная армия Украины – это очень существенная военная сила. И для того, чтобы победа военная была определенной, решающей, но 100-тысячного контингента, который размещен на границах, Украины явно недостаточно. Даже с учетом перевеса в авиации и других средствах вооружений, я думаю, что нет. А вот действительно выйти на периметр Луганской и Донецкой областей, административной границы, например, или захватить часть Харькова или Мариуполь, ну вот тут могут быть какие-то планы. Но вы не должны забывать, что таких планов всегда пачками. Вот там целые стеллажи в Генштабе, и вот один военный план, второй военный план, третий. И все это определяется в последнюю минуту. То есть очень много делается, ну что ли, на показ, для отвлечения внимания, для создания дымовой завесы такой. А мы будем вообще в Киев идти, а на самом деле продвинуться там на 10-15 километров в зоне разделения в Донбассе, на Донбассе. Такое может быть. Просто, я повторяю, для большой военной операции по захвату всей Украины сил нет. Вот военного мощи этой нет. Вся российская армия там что-то около 500 тысяч, но реально боевых частей намного-много меньше. То есть, что, начать большую военную мобилизацию, что ли? Ну, она точно провалится, 100%. Никто воевать вот так массово не пойдет. Вот многие украинские, не только политические аналитики, комментируя реакцию западного истеблишмента, говорят о том, что вот сейчас для Соединенных Штатов Америки и непосредственно для Джозефа Байдена наступил такой момент истины, в особенности после того, как Америка показала свою недееспособность в защите своих союзников при Трампе, Венесуэле и при Байдене в Афганистане. И вот сейчас Байдену нельзя ударить лицом в грязь, потому что если он позволит, и коллективный, скажем, Запад позволит России захватить Украину, то на следующий день Китай нападет на Тайвань. Это так? Я думаю, это точно так. Это точно так, тем более план захвата Тайваня, ну, он публично озвучен.
ряд самых высокопоставленных членов КПК, ну, ЦК и Министерство иностранных дел, если вы видели, бывший представитель в ООН Китая, они же открыто заявляют о решимости, значит, захватить Тайвань. Конечно, это будет сигналом того, что Америка растеряла вот тот военный статус гегемона, такого глобального гегемона, и можно игнорировать, в общем-то говоря, американские интересы в принципе. Я думаю, под этим есть основания. И, конечно, операция, особенно в Афганистане. Но Венесуэла, понимаете, там не было военной операции. Там была попытка военного переворота в свое время. Еще при Чавесе, кстати. Вот мало кто помнит. Потом уже при Мадуро тут пытались, но ничего не получилось. И это можно списать на слабость сил внутри самой Венесуэлы, которые противостоят власти Мадуро и военной хунты, которую он, собственно, возглавляет. А вот в Афганистане это точно военное по существу поражение. Да, оно не было непосредственно на поле боя, но оно было путем, как сказать, того, что проигравший покинул поле боя, и им оказался Соединенный Штат. Зачем было 20 с лишним лет находиться, 20 лет на территории Афганистана, оккупировать эту территорию? Да, справились с проблемой терроризма, это правда. Но не переделали Афганистан. Афганистан каким был, таким и остался. И, собственно, возвращение талибов тому прямое свидетельство. Действительно, на этом фоне проиграть в Восточной Европе, в Украине, это будет иметь последствия не то, что там для Китая и Тайваня, это само собой, это опция по умолчанию. Но это может иметь последствия и в части того, что Москва пойдет и в Грузии, и в Молдове будет по-другому действовать, и из Приднестровья выдвинется на Кишинев. И, например, на Тбилиси выдвинется из Южной Осетии. Ну, собственно, планы такие есть. Поэтому я думаю, что да, здесь вопрос стал принципиальным. И еще один вопрос. Вот, ключевым, как мы видим, рычагом влияния на Россию и сдерживающим, скажем так, фактором является Северный поток-2, а точнее невозможность завершения эксплуатации Северного потока-2. Да, и сейчас мы видим, как разгорелись такие острые дискуссии в Конгрессе США, и в частности совсем недавно республиканцы заблокировали принятие оборонного бюджета, в которых не было поправок по введению санкций. А как вы думаете, вот как все же администрация Байдена будет действовать по Северному потоку? А она уже проиграла Сенату. Она уже проиграла, потому что они призывали сенаторов-демократов не поддерживать проект, в котором вот военного бюджета, где сохраняют санкции по Северному потоку, те, которые приостановили действие именно администрация Байдена, в частности, в отношении операторов этого проекта. И, кстати, если вы видели, из Германии на прощание, так сказать, призвали правительство не вводить санкции. Да, но так уже фактически демократы и сенаторы сказали, нет, этого не будет, они поддержат военный бюджет с наличием этих санкций против Северного потока. Вы знаете, это стало темой США. Они же не хотели, и Байден тоже, заниматься этим. Но это компромисс именно с Германией, как главной страной Евросоюза, поскольку та ставит условием определенные евроатлантические планы, общие с США, с Вашингтоном, условием достройку и пуска этого проекта «Северный поток-2». Но против него ведь выступают не только сенаторы американские, против него выступает не только Украина, против него выступают страны Балтии, Польша, твердые союзники Вашингтона. И поэтому здесь приходится с этим считаться. И если все-таки в окончательном виде продавят американские сенаторы требования введения этих санкций, то, скорее всего, они будут вновь введены. Но и сама европейская повестка чуть изменилась. Ведь приходит к власти правительство, в котором зеленые, а Анна-Лена Бербок становится министром иностранных дел. Да. Не шуточно, да. И условием коалиции является, скажем, как минимум пауза в вопросе начала работы этого проекта. А это уже совсем другая ситуация. И поэтому приостановка сертификации, в том числе и потому, что имел место миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей, это показатель того, что ситуация изменилась и не в лучшую для Москвы сторону. Понимаете? Поэтому, но все-таки в вопросе начала военных действий Москва не будет руководствоваться перспективой этого проекта. Это надо понимать. То есть, грубо говоря, если на весах будет взвешиваться Северный поток или начало войны для того, чтобы достигнуть оперативных стратегических целей в отношении Украины, выиграет именно война. Спасибо вам большое, Марк, что нашли время и подключились к нам в эфир. Марк Фейгин, правозащитник, публицист, был с нами